Стук колес на станции Чульбас не смолкает день и ночь. А ведь еще недавно здесь встречали и провожали всего 2 поезда в сутки. М14 белый, за М8 маршрут готов, сигнал открыт, выезжайте. Машинист тепловоза Михаил Волошенюк собирает составы, перетаскивая приходящие из карьера вагоны с углем. Их количество постоянно растет, вопреки ухудшающейся погоде. Февраль на юге Якутии известен своими сильными ветрами и метелями. Здесь довольно-таки условия суровые, это раз. Это самое главное отличие. Зимы холодные. В таких метеоусловиях внимание на пределе у всех участников движения, особенно у диспетчера. Чтобы исключить возможность ошибки, станцию переоборудовали. Рельсы и семафоры подключили к микропроцессорам и компьютеру. Легче и контроля больше. Ошибиться в этой системе невозможно, если работать по сигналам, как правило, как полагается. Основные инструменты работы дежурного – мышь и клавиатура. Ручной перевод стрелок остался в прошлом. Бывший двухпутный разъезд на Аяме теперь современная станция, к которой примкнула новая 6-километровая ветка от строящегося угледобывающего комплекса. Транспортную инфраструктуру здесь возвели всего за год. В зиму, в морозы здесь достаточно сложно было, конечно, работать. Но, тем не менее, вы видите, пути лежат. Мы сегодня, так сказать, доводим их до ума, и я думаю, что через 10 дней мы их запустим. Такой технический прогресс в якутской тайге стал возможен благодаря реализации одного из крупнейших на Дальнем Востоке инвестиционных проектов. Новый Инаглинский угледобывающий комплекс обещает стать лидером по объемам добычи твердого топлива. Работы финансируют сразу из 2 источников – федерального бюджета и частных средств. Затраты окупятся, верят инвесторы, ведь география поставок все время расширяется. Мы сейчас уже отправляем на Японию и сейчас отправляем на Китай уголь. И корейские наши партнеры, такие как LG, уже интересуются нашим углем. Якутские угли одни из самых лучших в мире. Поэтому, наверное, акционеры компании уделяют особое внимание развитию нашей компании здесь, в Якутии. Уголь на новом месторождении начали добывать практически сразу, как ушли геологи. Благо, его пласты залегают неглубоко. Нужно всего лишь убрать несколько метров с крыши, как называют пустую породу, и ценное топливо под ногами. Он отсюда поступает у нас на переработку и на установках сухого обогащения на Fuji X перерабатывается. Как и энергетические угли отсюда идут, часть энергетических углей, так и в будущем мы здесь планируем добывать кокс. Этот металлический каркас – будущая фабрика. Она начнет работать уже в апреле. Тогда же строители закончат работы и на соседних зданиях административно-бытового комплекса. Под землей работа тоже кипит. Проходчики обустраивают новую шахту. Каждый сданный объект – дополнительные миллионы тонн угля. Если мы говорим про 2015 год 2,7 миллиона тонн угля, то в 2016 году планируется 5,5 миллионов. И сегодня сделана программа, под это есть финансирование акционеров, есть денежные средства на все строительство. Поэтому компания, на мой взгляд, развивается и будет развиваться более энергично в 2016 году. Тем временем в окрестностях Инаглии параллельно развивается еще один подобный проект – угледобывающий комплекс «Денисовский». Их объединяет общий собственник и рынки сбыта. В ближайшие годы они вместе будут давать около 13 миллионов тонн угля в год, предельно загрузив восточную часть Байкало-Амурской магистрали. А ведь это дальше какой эффект дает? Сегодня Инагли увеличивает отгрузку угля, и сегодня этот уголь покатился по нашему Аяму. Железной дороге Якутии зарабатывают деньги, и коллектив живет. И дальше этот груз передается для транспортировки на БАМ. А это уже большая политика всей России. И чем больше мы подобных ручейков сделаем, роста грузоперевозок, тем, так сказать, насыщеннее станет наша экономика. Специалисты в один голос говорят, недалек тот день, когда вдоль одного пути магистрали придется возводить второй, иначе не разъехаться. И это подтверждают и заявки от инвесторов. Дополнительную пропускную способность запрашивают строители Таежнинского металлургического комбината. А алданские золотодобытчики извещают о начале реализации крупнейшей инвестпрограммы. Большое количество идет топлива, селитры для буровозрывных работ и так далее. То есть, конечно, у нас если говорить о каком-то кризисе, то, смотря по нашему предприятию, у нас и объем перевозок за прошлый год увеличился, естественно, доходная часть увеличилась. То есть мы на своем предприятии пока еще не почувствовали кризиса. Зона ответственности железных дорог Якутии начинается на станции Нерюнгри-Грузовая. Здесь, с одной стороны, рельсы принадлежат российскому монополисту, с другой – региональной акционерной компании. За светофорами это у нас РЖД, за светофорами, а то, что вправо, откуда выходит локомотив, это пути ООО «Каждая». Станция Чульбас – одна из первых по направлению на север. Во время ее реконструкции инвесторы не раз меняли в сторону увеличения параметры предстоящего грузопотока. В итоге здесь теперь сразу 6 путей. У нас на этот год запланирована реконструкция соседней станции Чульман.
Также будет уложено 2 дополнительных пути, расширено путевое развитие. И проектируем еще 2 станции, тоже где-то порядка 4-5 путей на каждый, чтобы справиться с возрастающим поездопотоком. Расширение железнодорожных станций и разъездов Якутии планируется продолжить с опережающими темпами, для того, чтобы не сдерживать рост развития производства и быть готовыми к перевозке любых объемов. Такое мощное развитие Южной Якутии предсказывали еще первооткрыватели угля, но только современные рыночные условия и интеграция на восток сделали по-настоящему привлекательными разведанные ранее запасы. А это дает вторую жизнь построенным почти полвека назад городам и дорогам. Дмитрий Макаров, Владимир Жмаков, Вести, Южная Якутия.